На месте трагедии до сих пор работают спасатели и исследователи, ведутся поисково-спасательные работы. Сообщается, что под завалами домов все еще могут находиться люди. Официальная причина крушения самолета еще не озвучена. По словам вице-премьер-министра Мухаммедкалы Абулгазиева, который незамедлительно прибыл на место трагедии, это могла быть ошибка пилотов. Погодные условия позволяли приземлиться, но первая попытка посадить самолет была неудачной, и командир судна принял решение пойти на второй круг. Агентство гражданской авиации, в свою очередь, просит все министерства и ведомства страны воздержаться от каких-либо комментариев по поводу причин и версий происшествия до выяснения всех обстоятельств и завершения работы комиссии по расследованию. Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии. Лидеры Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин также выразили соболезнования в связи с гибелью людей в результате падения самолета Boeing 747. Завтрашний день объявлен в стране днем траура по погибшим. Крушение самолета не первое в истории Кыргызстана. Авиакатастрофы уже уносили жизни кыргызстанцев. Канал «Онбир» вспомнил самые крупные авиапроисшествия в Кыргызстане до сегодняшнего дня. Начало года обернулось для кыргызстанцев трагичной новостью. В Бишкеке грузовой самолет Boeing 747 компании Turkish Airlines, летевший из Гонконга в Стамбул, потерпел крушение на территории села Дача-Су. По официальным данным, в результате крушения самолета разрушено около 15 домов, погибли 35 человек, в том числе 4 члена экипажа. Вот несколько наиболее известных крупных авиакатастроф, произошедших в Кыргызстане за последние годы. 9 лет назад в районе села Джангыджир, в 10 километрах от аэропорта Манас, потерпел катастрофу пассажирский авиалайнер Boeing 737 авиакомпании Itag Air, который выполнял рейс Бишкек-Тегеран. 24 августа 2008 года на борту самолета было 83 человека, из которых 65 человек погибли. Виновными были признаны 2 пилота – Юрий Гончаров и Тимофей Водолагин, которых осудили на 5 лет лишения свободы, но позже якобы они были отпущены на свободу. 17 лет назад в долине Мустор от Башинского района во время эвакуации охотников разбился Ми-8. 15 марта 2004 года спасательный вертолет должен был эвакуировать группу охотников, которые застряли в долине Мустор от Башинского района. Борт забрал около 20 человек, среди которых были граждане США и Канады. Вертолет поднялся в воздух, но по каким-то причинам рухнул вниз. Погибли 2 человека. Годом ранее, 3 мая 2003 года, в селе Чалдавар на севере Кыргызстана взорвался американский самолет-топливозаправщик. На борту находились пилоты Марк Восс и Виктория Пикни, а также техник-сержант Герман Маки. Все они погибли. Обломки носовой части топливозаправщика упали высоко в горах. Сотрудники МЧС нашли фрагменты тел членов экипажа только на следующий день после катастрофы. В том же году, 24 мая 2013 года, в Аксайском районе Джалалабадской области самолет Ан-2 совершал полет над полями, разбрасывая препараты против саранчи. В районе села Катрансай воздушное судно потерпело крушение, находившееся в нем 2 человека погибли. 28 декабря 2011 года в Аше произошло возгорание пассажирского самолета Ту-134. Лайнер загорелся во время посадки. На борту находились 73 человека, в том числе 9 детей. Пассажиров успели эвакуировать, пострадали 19 человек, 2 были госпитализированы. Причину аварии Межгосударственный авиационный комитет установил спустя 7 месяцев. Сложные метеоусловия и невыполнение авиационных правил членами экипажа. Между тем произошло очередное авиакрушение в августе 2006 года. Пассажирский самолет, вылетевший рейсом Бишкек-Москва, при разгоне задел крылом американский топливозаправщик, который только приземлился и не успел сойти с полосы. Несмотря на повреждения, лайнер с 52 пассажирами на борту взлетел и, сделав круг, приземлился. Все пассажиры остались живы.